В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Клещи атакуют, 20 случаев зафиксировали в Якутии за неделю. 20% электората Алданского района высказали свою позицию. Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Южной Якутии, расскажем в этом выпуске. Мухи, крысы и невыносимый запах навоза. Жительница Мирного воюет со своим соседом, который превратил свой двор в свинарник. «50 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Якутии. В столице региона 37 новых случаев. Это минимум с 21 мая. Также 6 новых случаев выявлено в Нерюнгринском районе, 4 в Мирнинском, 2 в Ленском и 1 в Татинском районе. Побороть COVID-19 смогли еще 74 человека. По словам главы региона Айсана Николаева, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции удалось стабилизировать в республике. Причем количество тестов не сократилось. На высоком уровне у нас проводится тестирование. За последние сутки свыше 4000 анализов обработано. Всего у нас уже 222 тысячи практически анализов на новую коронавирусную инфекцию сделано и управлением Роспотребнадзора, и учреждениями здравоохранения республики. Это в пересчете на 100 тысяч населения один из лучших показателей в стране, который позволяет нам выявлять болезнь на ранних стадиях. В целом, еще раз хочу сказать, что вот наша главная задача на ближайшие дни – сохранить ту положительную динамику по снижению количества заболевших, которые у нас в республике есть. И для этого на местах, конечно же, необходимо все меры безопасности, которые сегодня предусмотрены, придерживаться. И в этом случае я уверен, что эта динамика точно станет уже такой постоянной, и мы сможем начинать уже со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах сегодня действуют. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях регулярно проводится дезинфекция. Суда обрабатывают гипохлоридом натрия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В эти выходные все 5 перевозчиков провели полную дезинфекцию на судах, которые задействованы в перевозках пассажиров. Силами экипажей были обработаны все помещения паромов. Ограничительные мероприятия в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции действуют до 1 июля. В период ограничений на паромной переправе соблюдаются все требования и предписания Роспотребнадзора. 20 случаев укусов клещей зафиксировали в Якутии за неделю. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Так, в Алданском районе зарегистрировано 9 случаев. В Ленском – 6, в Нерюнгринском – 3, в Верхневилюйском и Нюрбинском районах по 1 случаю. Всего с начала летнего сезона в республике от клещей пострадали 122 человека. По всем случаям укусов необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. К слову, заболеваемость клещевым боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована. Поддержка местных кадров и развитие сельского хозяйства – одни из главных направлений деятельности властей Амгинского района. Об этом заявил глава Улуса Николай Архипов. Напомню, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Правительство страны в 3-месячный срок должны утвердить национальную программу, в которой будут подробно прописаны направления и показатели социально-экономического развития региона. Для нас самое актуальное – это сельское хозяйство. Мы должны выпускать экологически чистую продукцию. Но в этом направлении у нас работа ведется. И сейчас в связи с выходом указа эта работа еще усилится. И тогда доход населения увеличится, рабочие места появятся. И в этом указе еще идет поддержка кадров. Специалисты, которые идут на снега, дальние на снега, им будут еще дополнительные оплаты. Поэтому мы благодарим Владимира Владимировича, что поддержали Дальний Восток.
340 миллионов рублей направят на поддержку якутских фермеров в этом году. Размер субсидий составит от 2 до 15 миллионов рублей. Эти средства можно направить на строительство и модернизацию фермы, покупку животных и другие цели. В этом году конкурс выиграли 24 крестьянско-фермерских хозяйств. Отмечу, что власти Якутии второй год подряд проводят конкурс «Агростартап» на грантовую поддержку начинающих фермеров по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Итоги агростартапа 2020 будут известны в первой декаде июля. В промышленных предприятиях Якутии началось голосование по поправкам в Конституцию. Свое мнение высказали уже более 200 работников компании «Полюс Алдан». Организовать предварительное голосование на территории предприятия было решено для удобства сотрудников. Не нужно тратить дополнительное время, пункт для голосования открыт недалеко от рабочих мест. Голосование проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм. Члены избирательной комиссии и сотрудники компании обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чуть больше 20% электората Алданского района высказали свою позицию по изменениям в основной закон России с начала голосования. Активность соответствует средним показателям по стране. Тему продолжит наш корреспондент Руслан Павлов. С мер предосторожности начинается посещение участков для голосования по поправкам в основной закон Российской Федерации. Медицинский осмотр не смущает граждан, но голосовать в безопасном режиме все равно непривычно. Конечно, непривычно. Очень много времени занимает, пока перчаточки наденешь, масочку, пока побрызгают. А так бы, если бы не было бы таких условий, народ бы шел по-быстренькому. И... Ну, хорошо, что выделили время, что с 25 по 30 можно просто приходить и голосовать, чтобы массового скопления не было. Не просто и тем, кто обслуживает выборы, ведь в защитных масках, экранах и перчатках приходится находиться ежедневно по 12 часов. Запотевает, дышать трудно. Недельный люфт для высказывания гражданской позиции оказался очень удобным. Нет волнообразного наплыва людей на участках, а голосующим или сомневающимся есть время выбрать удобный момент для посещения мест для голосования. Конечно же, хорошо, чтобы 1 числа не было большого наплыва избирателей, так сказать, в день голосования в условиях коронавирусной инфекции. С начала голосования свою позицию по поправкам в Конституцию России высказали чуть больше 20% электората Алданского района. Отношение к поправкам у людей разное, но главное в том, что идут обозначить свою волю. Ваше отношение вообще к поправкам в Конституцию? Секрет. Секрет. Да. Но пришли. Пришли. Обязательно. Их много поправок, которые, я думаю, будут полезны обществу, поэтому конкретно какую-то не буду выделять. По данным территориальной избирательной комиссии, голосование проходит спокойно, нарушений не зарегистрировано. Основной день выбора по поправкам в Конституцию – 1 июля. Но, как прогнозируют политологи, основная масса электората выскажет свою позицию до назначенного срока. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Пробные ЕГЭ прошли в столице региона в период распространения коронавируса. Они необходимы для того, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности и все ли готово в школах для проведения экзаменов. Помимо привычных камер видеонаблюдения, рамок металлоискателя и общественных наблюдателей, теперь обязательны перчатки, маски и антисептики. Разметка для соблюдения дистанции начинается еще со двора школ. Длительность некоторых экзаменов достигает 4 часов, поэтому участник по желанию может снять маску во время сдачи ЕГЭ. В целом правила проведения экзаменов не изменились, кроме эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Готовность Якутской городской национальной гимназии проверил министр образования региона. Данный пункт он готов к проведению единого государственного экзамена. Мы проверили это со входа. Как вы обратили внимание, на входе у нас на прилегающей территории размечена территория для соблюдения социальной дистанции. У входа осуществляется проверка на предмет повышенной температуры либо соответствия нормам. Ну и установлены все необходимые оборудования, в том числе обеззараживатели воздуха в каждой аудитории. Сегодня вместе с тем будут проверены еще и оборудование, необходимое для печати материалов. Также будут отработаны действия самих участников, это организаторов в данном случае мероприятия.
Конституционный суд Якутии поставил точку в деле о ветеранах труда республики. Напомню, что с жалобой в суд обратилась Федерация профсоюзов региона. По их мнению, законодательные критерии ограничивают круг лиц, заслуживающих права на присвоение звания ветеран труда Якутии по сравнению с правилами федерального законодательства. Тем самым нарушают конституционные права и законные интересы граждан, являющихся членами профессиональных союзов. Конституционный суд своим итоговым решением постановил, что положение республиканского закона о ветеранах труда Республики Саха-Якутия не противоречат Конституции Республики, поскольку установленный механизм правового регулирования оснований присвоения звания ветерана труда Республики соответствует конституционной компетенции республики и дискреционным полномочиям законодателя республики в соответствии с федеральным законодательством. Вместе с тем Конституционный суд указал, что Государственное собрание Илтумен, как законодатель республики, правомочно усовершенствовать данный механизм посредством установления более лояльных условий присвоения звания ветерана труда республики. Мухи, крысы и невыносимый запах навоза. В таких условиях уже 2 года обитает жительница Мирного Евгения Артемова. А все потому, что ее сосед по даче Николай Рудак содержит живность в полной антисанитарии. К соседскому конфликту уже подключился и Роспотребнадзор, и глава города. Все призывают нерадивого фермера принять меры. Тему продолжит Ксения Исламова. Лето, солнце, жара, речка, лес и небольшой приусадебный участок на пригорке. Вид потрясающий. Идеальное место для отдыха и дачного домика. Так думала Евгения, покупая 10 соток в садовом товариществе на площадке «Дружба». Но что-то пошло не так. Всю зиму это валилось под мою теплицу, под забор. И всю весну тоже это валилось туда же. Запах стоит просто неимоверный, в связи с чем с потеплением появилось огромное количество мух, которые разносят всю эту заразу по всем участкам. А также у нас на участке в количестве достаточном крысы, которые, тоже, соответственно, идут оттуда. И, конечно, очень сильный запах. Причина сильного запаха – мини-ферма на соседнем участке. Его владелец Николай разводит 15 коров, 25 свиней. При этом не следит за чистотой. И 2-летние уговоры Евгении не помогли. Такому соседству могли позавидовать многие. Свежее парное мясо свинины или молоко прямо из-под коровы. Если бы не одно «но». Запах на участке Евгении стоит, не самый приятный. Вот, честно, даже хочется надеть маску. И обилие мух тоже заставляет задуматься о таком соседстве. Но это совершенно не смущает самих фермеров. Николай и его супруга считают, соседка не может продать свою дачу и поэтому злится, жалуются на семью Рудак. Сейчас они поднялись, купили крузак, хотят продать эту дачу. Никто не продает, не покупает. Приходят, запах, наверное, идет или что, не знаю, может быть идет. И они из-за этого начинают нервничать. Ну как тут не занервничаешь? Евгения весной сняла видео. Соседи разделывают свинью прямо в грязи, а потом в мессенджерах предлагают всем желающим свежее мясо. Фермеры и на это нашли, что сказать. Там вырыется септик, да? Там будет свинина, там будет расти. Нормально будет расти, не так, как она выкладывает там. Эту свинью мы режем для себя, понимаете? Мы людям никому не продаем. Сотрудники администрации Мирного вместе с местными санитарными врачами выписали предписание владельцу участка. В документе на 18 листах черным по белому. Земельный участок, а также смежные с ним земельные участки захламлены. Территория загромождена бытовым мусором, навозом, биоотходами. Предубойный клинический осмотр животных, а также лабораторные исследования не проводятся. Сопроводительные ветеринарные свидетельства на животных не оформлялись, что создает угрозу вспышки инфекционных болезней. Навестить злополучный участок этим летом планирует комиссия, а пока вопрос решается. Если хотите, можем пройти в свинарник. Ксения Исламова и Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.